всех дорог. Потеряться, растеряться может каждый пешеход. Кто не знает главных правил, как вести себя в пути, не учил дорожных знаков, что помогает нам идти. Для чего нам ПДД? Это ясно знают все. Чтоб порядок на дороге соблюдался всеми строго. Изучать и знать должны все правила дорожного движения. Чтобы не было тревоги, не случилась вдруг беда. Дисциплину на дороге соблюдайте вы всегда. Здравствуйте, дорогие ребята! Добрый день, уважаемые гости! Сегодня у нас торжественный, радостный день. День открытия автогородка в нашем детском саду. Вы, наверное, со мной согласитесь, что сейчас нельзя нам с вами нас представить без велосипедов, самокатов, мотоциклов, квадроциклов и, конечно же, без автомобиля. А автомобиль, как известно, это средство повышенной опасности. Мы должны внимательно относиться к ситуациям на дорогах и к правилам дорожного движения. Задумался зеленый свет, зеленый свет. Час прошел, но все горит зеленый, и никто не понял, что случилось с ним. Случилось с ним. Зеленый свет, Приземлилась я куда-то. Что-то не пойму. Что за праздник здесь, ребята? Баба Яга, ведь у нас открытие ресурсной площадки по изучению правил дорожного движения. Здесь будут готовить знатоков. А ты зачем к нам прилетела? Что случилось? Ой, что случилось? Летела я, понимаете, домой тихо-мирно. Тут у меня ступа поломалась. Пришлось через ваш поселок пешком идти в лес. Только перехожу дорогу, какой-то суровый дяденька все свистит. Ты что, злые разбойник, что ли? Что ты? Это наш помощник и защитник на дороге, инспектор ГИБДД. Приятно познакомиться. Здравствуйте. Разрешите представиться, инспектор ГИБДД Светофоркин. Молодец. Здравствуй, бабушка. Как вам не стыдно? Из-за вас может произойти авария. Вы знаете, чтобы перейти дорогу на перекрестке, вы должны проходить, где находится у нас светофор или зебра. Вот ты, ну ты, лапти-гнутый. Это мне что, еще и зебру с собой водить? На дорогу молодой, на нее ходи. Ой, бабушка, рассмешила нас всех. Зебру живую на дорогу нам не надо укладывать. Не знаете вы правил дорожного движения? О, это что это за правила такие? И что это за чучело трехглазое? Ребята, это не чучело, а светофор. Вам нужно, бабушка, изучать правила дорожного движения. Какие правила? Я в лесу прожила, у нас там ни светофора, ни зебры, ни правил никаких. Какая-то вы несовременная. Вот интересно. Бабушка, а ты с нами оставайся. Теперь у нас ребята все правила изучать и знать будут. Ой, с превеликим удовольствием. Спасибо, красавчики. А то ж я думала, совсем пропаду на этих ваших дорогах. А я за вами буду наблюдать. Я буду хорошо себя вести. И чтобы вы, ребята, изучали и знали правила дорожного движения, сегодня мы открываем автогородок. Событие это торжественное, и пусть автогородок станет стартом к новым успехам и победам, а главное, поможет усвоить вам навыки безопасного поведения на дорогах. Слово для поздравления предоставляется главе нашего поселка Севастьянову Александру Леонидовичу. Добрый день, уважаемые руководители, воспитатели, наши любимые детишки. Вот действительно,
Я хотел вас поздравить с этим праздником. Мы сегодня вот открываем первую такую площадку в наших детских садах. Я думаю, что это будет не последняя площадка. Мы в каждом саду постараемся создать такие условия, чтобы наши дети изучали правила дорожного движения. Действительно, это очень актуально в нашем поселке, потому что в летних каникулах мы сами видим, как наши дети идут на дорогах, поэтому мы должны объяснять, преподавать им с детского возраста, как вести себя на дорогах. Я бы хотел вот действительно сказать большие слова благодарности нашим заведующим детства. Нам действительно вот они каждый день что-то открывают. Вот вчера мы были в третьем садике, действительно там открывали площадку, музей, тоже вот класс правил дорожного движения. Вот хотел сказать вот большие слова благодарности, то, что вот они не стоят на одном месте, развиваются, идут дальше. Это, конечно, очень большого стоит. В этом году мы постарались вот и преобразить наши дворы, скверы, стараемся отремонтировать наши детские сады. Мы будем и дальше в этом направлении идти вперед. Всех хотел поздравить с праздником, пожелать счастья, здоровья, благополучия всем. Берегите себя, берегите своих близких, потому что действительно вот второй год уже идет коронавирусная система, которая вот нас ограничивает в чем-то, поэтому нам нужно соблюдать все правила и быть здоровыми. Спасибо вам, с праздником, всего хорошего. Спасибо. Слово предоставляется представителю управления образования Зариповой Зульфие Рифкатовне. Здравствуйте, уважаемые руководители, Александр Леонидович, уважаемые взрослые, родители, ребятки. Я хочу всех от имени управления образования, от имени начальника управления образования поздравить вас с открытием такой замечательной площадки. Теперь у вас, ребята, есть собственные настоящие светофоры, настоящая разметка. Вы рады этому? Конечно, рады. И я думаю, что в этом садике дети будут лучше всех знать правила дорожного движения, не только знать, а учить других. И даже папу с мамой, если они будут переходить на красный свет, вы будете делать замечания. Так ведь, да? И у нас не будет в Актюбе ни одного нарушения правил дорожного движения. Я хочу поздравить вас еще раз с праздником. Дождик идет, поэтому заканчиваю свое выступление быстренько. И хочу подарить вам вот этот небольшой подарок от имени управления образования, чтобы вы еще больше играли, развивались, веселились. Спасибо вам. Спасибо большое. И слово предоставляется нашей уважаемой заведующей Рамиле Разиновне. Добрый день, уважаемые руководители, уважаемые родители, дорогие наши дети. От всего сердца поздравляю вас с открытием вашего автогородка. Мы к этому шли очень долго, планировали тоже очень долго, но я думаю, результат этого стоит, получился очень хороший, очень доброкачественный автогородок. И этот автогородок мы приглашаем наших коллег, воспитанников других детских садов. Пожалуйста, приходите, занимайтесь. Я тоже задерживать не буду, потому что у нас еще два номера осталось. Дождик идет. Дети мерзнут, взрослые тоже. Спасибо вам большое за поддержку, то, что пришли, поддержали нас. Спасибо.
чуткость. Благодарим вам за поддержку, желаем вам здоровья, бодрости духа. Огромное спасибо за вашу помощь. Желаем вам отличного настроя во всех ваших начинаниях. Говорим вам спасибо и надеемся на дальнейшую поддержку нашего детского сада. Желаем вам неиссякаемой энергии. Мы признательны вам за проявление заботы о нас. Мы желаем вам успехов и благополучия. Пусть работа будет вам в радость. Итак, наступил торжественный момент. Мы открываем автогородок. И первые участники дорожного движения трогаются в путь. Поехали кататься, би-би-би-би-би-бига, за нами не угнаться. Покрашу я бибику, любимый красный цвет. Би-би-би-би-би-бига, машины лучше нет. Би-би-би-би-би-бига, поехали кататься, би-би-би-би-би-бига, за нами не угнаться. Покрашу я бибику, любимый красный цвет. Би-би-би-би-би-бига, машины лучше нет. И в завершение нашего праздника мы всех приглашаем на флешмоб, посвященный правилам дорожного движения, который подготовили наши воспитанники. Мы по улицам, друзья, ходим без опаски, потому что ты и я изучили классно светофор, переход, где назад, а где вперед, все знает юный пешеход. Как по зебре идти, чтоб беду нам не найти, помогут ПДД в пути. Если с другом вышел в путь, веселей дорога. Ты про знаки не забудь, их в дороге много. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, ведь светофор помощник мой. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, ведь светофор помощник мой. Собираясь в дальний путь, много правил строгих. Вспомни ты и не забудь, не забудь. Дорогие гости, Дороги. ребята, на этом наш праздник подошел к концу. Спасибо вам всем большое. До новых встреч! Тогда можешь смело